Всім привіт, селям алейкум. І сьогодні у нашому відеоподкасті «А що про Крим» ми будемо говорити про Дагестан, про те, яка соціальна ситуація там сьогодні, про те, чи є у них тенденції до прагнення незалежності, а головне, чи є можливості це зробити зараз. До нашої студії завітав Алі Чаринський, громадський діяч та політичний біженець. Алі, доброго дня. Доброго. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Перше моє питання до вас таке, яка зараз, в принципі, ситуація в Дагестані, які настрої у суспільства, враховуючи контекст сьогоднішньої війни, враховуючи те, що Дагестан певний час був лідером серед загиблих, ліквідованих російських військовослужбовців під час цієї війни. Я пам'ятаю, що були ті протести, ми за ними слідкували, зараз це пішло на спад. Як там сьогодні? Ну, сейчас ситуация, если говорить именно с количеством погибших на войне, оно, помимо того, что протесты были как бы видны всему миру, мы видели, что протестовали люди против насильственной, мы ее называем насильственной мобилизации, потому что дагестанцы не хотят принимать, в большинстве не хотят принимать участие в этой войне. Показатель был последнего набора на контрактную службу в армии. Контрактная служба в армии в Дагестане – это попытка заработать. То есть ты не можешь, если у тебя большая семья, то есть 3-4, как естественно для нас детей, плюс еще родителей старых, обеспечивать, ты не можешь где-то найти работу. Это по количеству, по качеству безработицы в России это первый регион, на первом месте. Потом Чечня, Ингушетия, то есть весь Северный Кавказ. И контрактная служба в армии – это большие зарплаты, да, легкие деньги, тебе надо просто в части сидеть, там, зарядкой заниматься и все. После войны уже люди начали отказываться. От стандартных 5000 было около 1700, по-моему, подписавших контракт, это 27%, то есть провал. Провал, несмотря на то, что сейчас льготы получают только семьи бойцов СВО. То есть в садик устроиться без денег невозможно, только в частный садик, бойцам СВО бесплатно. Школы у нас трехсменные, первая, вторая, третья смена из-за количества детей, то есть школы не строятся, вот даже Дербент взять, южная столица Дагестана, за весь период правления Путина одна школа вот в этом году открылась. То есть количество населения растет из-за естественных, то есть причин, то есть рождаемость высокая. Также и села умирают, оттекают в города все, но школы не растут. Но бойцам СВО строятся новые школы, их детям, то есть в Каспийске там же, это все отдельно. То есть если вы проедете, вы почувствуете, что вот семьи бойцов СВО это элита. Вот сейчас все так построено. Но несмотря на это, люди из-за того, что необходимо убивать, а это ведь мусульмане, да, именно в своей природе дагестанцы, убивать за что? За деньги, да, это же откровенное преступление, они не смогли собрать должное количество, то есть, контрактников. Это если говорить о участии в войне Дагестана в Украине. Провал страшный, несмотря на то, что глава региона сейчас, у нас главу региона не выбирают, его просто ставят, это Сергей Меликов. То есть у Курбана, Мухаммада, Артура, глава Сережа. Это такое оскорбление со стороны Кремля. До него был Василий. Это такой стёб. Мы называем стёбом со стороны Кремля, чтобы показать всю униженность нашу. Он военный человек. И он всю свою политику изначально прихода к власти потратил только на это. На подготовку и участие в войне. То есть он много сил тратит, он заявление только об СВО делает. Вот такое. Что касательно настроения внутри общества, из-за того, что там, если мы возьмем там Избербаш, месяц воды не было, Махачкала, месяц света не было. То есть инфраструктура рухнула из-за коррупции, все. Мы опасаемся, что зимой это все повторится, потому что просто дырочки заклеили, да, ничего кардинально чинить не стали. То есть будут опять гореть трансформаторы зимой, это частое явление, да. Воду отключают. Я думаю, настроение еще хуже будет, потому что Махачкала и Избербаш на протяжении месяца выходили, перекрывали трассы, дороги. Люди уже злые. Все, люди злые по причине просто социального отсутствия условий ЖКХ. Это позор, да? Нам говорят, Россия нам цивилизацию принесла, а у нас электричества и воды нет. Я в селах, например, последнее, что сделали, запретили баллоны газа набирать. А у нас Россия, матушка, газ продает по всему миру, но в села не провела, труб нет. И на кострах готовят в селах сейчас. В такой ситуации люди злятся, делают обращения, выходят, перекрывают трассы. Это повсеместно, повседневно происходит, где-то какие-то обращения, сход людей. Но пока центральную площадь Махачкалы не перекрывали.
Ждем, ожидаем, что это будет. Зимой никуда не денутся. Но, к сожалению, ситуация такая. Люди очень сильно настроены с учетом еще нашей деятельности, то есть всего актива, которого они назвали экстремистами, террористами в лице меня и других в Турции, в Европе, в Америке. То есть мы в Украине, ту работу, которую проводим, да, призываем наш народ к реализации необходимой идеи, то есть деоккупации нашего дома вместе с братской Чечней, она очень сильно популярность набирает по той причине, что Путин вынужденно приезжает в Дагестан, там приезжает, то есть рассказывает, как он любит Дагестан, вслед за ним приезжает Матвиенко, этого им не хватает, они делают встречу, посвященную Расулу Гамзату в Москве, там тоже Путин выступает, чтобы понимали, не так делается, давайте проведем встречу, посвященную Расулу Гамзату, и позовем Путина. Нет, это Путин говорит, мне нужно за Дагестан в Москве сказать, и создают встречу, там, давай причину сделаем Расул Гамзатов, то есть все отходит от первого лица. И вот эта паника Кремля, она очень хорошо ощущается. Нам это нравится, это заслуга нашей деятельности, мы считаем. Почему? Потому что первые лица государства, икона коррупции Матвиенко, это не последний человек государства, это один из спонсоров и организаторов войны в Украине. И также Путин, я не говорю о силовиках, то есть первые прокуроры, ФСБ и так далее, которые приезжают постоянно в Дагестан. Очень сильное волнение чувствуется Кремля относительно Дагестана. Почему? Сразу скажу, в отличие от Чечни, нашей братской, у нас выход, то есть через море в 5 стран, морская граница сухопутная в 2 страны, то есть нам рукой подать по Турции, мы залежи нефти и газа, то есть если Дагестан отсоединится, это будет трамплин для всего Северного Кавказа, то есть весь Северный Кавказ будет обеспечен. Чи якась, скажімо так, стала агросільськогосподарська промисловість, чи видобуток тієї самої нафти та газу. Тобто я почув, що є проблема з роботою, є проблеми з забезпеченням людей просто водою, газом. Чи є якийсь розвиток самого регіону в цілому? Для чого я це питаю, щоб зрозуміти, чи є потім настрої у людей, скажем, до революционных каких-то дій. Да, регион намеренно не развивается ни в каком смысле. Почему? Потому что это политика оккупанта, вот средневекового, если взять. То есть надо максимально выжимать от него налоги, да, чтобы оставлять население бедным. Здесь же идет другая цивилизацию, нужно показать, что Россия все-таки соответствует 21 веку. Она не дает развиваться региону для того, чтобы регион был оставался с протянутой рукой. То есть подайте, пожалуйста. То есть подайте на воду, подайте на хлеб, подайте на это. Не развивается, хотя возможности, например, даже вот я возьму то, что не относится к каким-то запасам необходимым. Если Кремль рассчитал, это наша страна, и мы газ и нефть в Дагестане хотим как стратегический запас сохранить, то, например, стройматериалы. То есть в Дагестане есть все условия для того, чтобы строить заводы и фабрики для изготовления строительных материалов. Стекло, кирпич, камень, все. То есть песок, море, горы, все есть. Всего 20% допустимо использовать. То есть даже цемент, нехватка, идет с других регионов, покупается. То есть все, абсолютно все. Или даже наши 17 гидроэлектростанций. 17 гидроэлектростанций в Дагестане. Света нету. Почему? Нехватка. То есть от 17 гидроэлектростанций большая часть уходит, то есть, в Россию. То есть мы сами не потребляем ее. То есть делают все, даже то, что Советский Союз условно сделал в вопросе гидроэлектростанций, вроде мы должны быть накапливаемым регионом. То есть регион, который продает электричество, нет, они принадлежат либо Осетии, либо Ростову, смотря какие гидроэлектростанции. Мы платим им деньги, чтобы пользоваться своим электричеством. То есть у Дагестана нету в прибыли. Намеренно так оставили. Даже в том, что уже развито. А что касательно природных ресурсов, то есть залежи меди, золота, полезных ископаемых для изготовления стекла, строительных материалов, недопустим. 20% допустимая, то есть форма. Газ, нефть ежегодно, то есть опускается. Были какие-то, но мы делим плато, если говорить количество, когда пытаются назвать, сколько же у вас газа и нефти. Мы делим плато с Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном и не трогаем его. Все 3 страны, напомню, являются бешеными экспортерами. То есть большие, это не как маленький Дагестан, это огромный Азербайджан, очень большой Казахстан, Туркменистан, они потребляют все свои
ну, потребности еще продают. На очень большом количестве продают. Основа их экономики на этом также жизнится. Мы нет. Мы с протянутой рукой. Подайте, пожалуйста. Почему? Потому что оккупант ведет такую политику, чтобы намеренно оставлять нас бедным регионом, который будет просить и умолять о помощи у великого Кремля. Да? Чим самим, да. Зокрема, через це, Алі, як ви думаєте, чи можливі революційні такі хороші революційні, потужні настрої і рух в Дагестані, я маю на увазі проти Росії? І якщо навіть він потрібен і можливий, то який він має бути? Главное, что нужно понять, все, кто сейчас обсуждают, это будет или не будет, это рассматривают историю. Вот это ошибка. То есть у нас после Чечни, то есть начала Второй Чеченской войны, мы стали эпицентром, то есть кавказского сопротивления. То есть, будь то чеченские бойцы, вообще все кавказские. Ну, це ще й до того ж було, під час російсько-кавказських війн. Да, то есть они накапливались именно в Дагестане. Вот начало 2000-х годов Путин только к Олимпиаде справился с этой проблемой. Для него проблема, да, что партизанов очень много было, мы их называем муджахиды, кто-то партизанами, да хоть террористами, как Путин. Эта сила была там, их было много. И сейчас говорят, получится, не получится, с точки зрения, они еще есть или нет. Но никто не рассматривает молодежь. То есть там другие люди другого склада ума, люди другого опыта. То есть это их дети, которые переняли этот опыт, поняли, что революции там с 50 человек не делать, более запасливые, более, то есть там идейные в этом вопросе, идеологическую работу большую ведут. Сейчас, если спросить даже любого эксперта, вот любого в мире, вот, кто любит изучать Кавказ, а сколько революционно настроенных людей в Дагестане? И тут будет вопрос, мы не знаем. Почему? ФСБ сделала такую большую ошибку для них и хорошую пользу для развития вот этого революционного настроения в Дагестане, что она всех лидеров, то есть нас убили, посадили в тюрьму или изгнали. Посадили в тюрьму — это 20 лет, 30 лет, такие сроки. То есть или изгнали из Дагестана. Теперь кто управляет, то есть кто разговаривает с этой революционной частью? Интернет. То есть мы разговариваем с ними, то есть мы, я говорю, активисты или наші ідеологи. Трошечки відступлю. А лідери думок сформовані вже ж є, правильно, для дагестанської молоді? Они уже авторитеты все. То есть они для молодежи, они в ожидании того, когда это начнется. А ви можете назвати приклади таких людей? Авторитетов? Так. Ну, они себя таковыми не будут обозначать. Поэтому, почему? Потому что они эту работу ведут. Они не говорят, зачем они эту работу ведут. Поэтому я не хочу их назвать. Окей. Понял, да? Добре, то есть у нас есть план, я зрозумів. мы его реализовываем. Пожалуйста. То есть, чтобы нам помеха. Прийде час, і ми дізнаємось про цих людей. Конечно. Почему? Потому что это слишком... Вот, даже вот в вопросе, кто следил за миграцией из Дагестана в период начала насильственной мобилизации. Уезд из 3-миллионной республики несколько там десятков тысяч до сотни тысяч — это слишком много. Это только тех, кто идейно ни в коем случае, если меня заберут, я буду стреляться в них сам, короче. Ну, имеется в виду российских оккупантов. До сотни тысяч, которые находятся там. То есть сотни тысяч где-то целыми селами, где-то там районами в городах, где-то целыми семьями, которые просто хотят другую жизнь. Почему не начинают? Потому что хорошо получилось. С одной стороны, ФСБ так думает, вот мы с лидерами справились. Нет. Когда процесс начнется, он неизбежно начнется, с учетом того положения, что в России происходит сейчас, то они удивятся массовости вот этого протеста. Их много, но просто, знаете, какой пример хороший приведу? Пример оккупационных регионов, которые находились в оккупации с 2014 года. Казалось бы, они ничего не делали. Да? А как война началась, военные эксперты знают, сколько там фокусов они выдали. То есть ДНР, ЛНР, они рассчитывали на Херсонскую область, сколько им фокусов в спину там наводили. То есть очень много оказалось партизан. То есть в этих регионах, которые в начало полномасштабного наступления Украины, как только Украина атаку удержала, сколько сюрпризов им дали там в их, в кавычках, территориях. Да? И то, что сейчас в Крыму точечные удары происходят. Если Россия на бум бьет, то Украина бьет точечно. Почему? Потому что партизанское движение очень сильно развито в Крыму, чего никто не ожидал. Вот никто. Они думают, там один батальон с 12 человек. Так пытаются показать в России. Но такие точные атаки, даже тех самых дронов, они без людей на местах не делаются. Ну, любой военный эксперт об этом скажет. И это то, что накапливалось. Это за малое количество лет.
У нас же в Дагестане много людей, которые имеют опыт причастности к первым революциям, да, имеют. Они там, их семьи там, их дети там, их родственники там, их друзья там, они никуда не делись. Просто их не выявили, да, но они там остались. Что пытается, вот, почему в агрессии, в таком страхе дагестанцев постоянно ФСБ пытается держать? Потому что они знают, что этот контингент в массовости находится, а выявить его не могут. Люди научились жить обычной жизнью и прятаться. Але я вас переб'ю. Ті практики, я просто зараз собі подумав, ті практики репресивні, які ми побачили всі в Криму проти кримських татар, проти мусульман з 14-го року, вони ж всі відбувалися в Дагестані впродовж цього всього періоду. Тобто обшуки, політичні справи сфабриковані, і це все виховувало якраз оцю культуру, можливо, якогось такого дисидентства, спротиву внутрішнього, яке зараз воно може посилитись. Правильно розумію? І повертаючись до нашого першого питання, попереднього, про те, чи можлива революція в Дагестані, якою вона має бути, от якою якраз вона має бути, тому що це має бути щось окремо. Украина дает альтернативный вариант первой попытки. То есть, если мы говорим даже о Чечне, это наша первая попытка. Любой революционно настроенный дагестанец смотрит на Чечню. Почему? Это его братский народ. Это здесь кажут, что чеченцы и дагестанцы разные. А там они живут в одном городе, и их не отличишь. Да? То есть, очень близкие люди, чеченцы и дагестанцы. Особенно перед друг другом такое стеснение есть. Очень выправка. Мы должны лучшим образом выглядеть перед нашими ближайшими соседями. Это как в социальном плане мы очень близки, так и в политическом. Они смотрят, что не хватает. Увидели Украине помощь. И вот сейчас это такой корень, как мы организуем помощь при революции. Почему? Потому что украинский народ что в первую очередь сделал? Когда до Киева дошли, он встал. Вот он без западного вооружения, без западных инвестиций, он вот этот встал. А вот сколько бы он отстоял, это уже поддержка порешала. То есть именно инвестиции, которые сказали, мы ваши семьи примем. То есть западные страны. Или мы вам оружие предоставим, мы ваши экономические вопросы решим. То есть, пожалуйста, за то, что вы проявили, то есть, характер, то есть, мужество, отстоять свою страну, мы окажем вам помощь. Вот это такой ключевой момент. И все это увидели. Сейчас это обсуждается, вопрос номер один. Как организовать помощь, прежде чем начать? Почему? Потому что хочется в этот раз до пика дойти. Вот точку поставить и все. Мы там, вы тут. Железный забор, никогда его не ломать, никогда руку друг другу не протягивать. Да, мирный договор возможен с Россией, но никаких, то есть, взаимоотношений не хочется. Ни экономических, ни политических, никаких. Вы там, мы тут, все. То есть мы это Кавказ, вы это Россия. То есть наши страны отдельно должны существовать. То есть Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, вы отдельно. Все. Надо точку в этом вопросе поставить. Но чтобы эту точку поставить, нужна вот эта поддержка. Может ли кавказские народы, Дагестан, будь то Чечня, Ингушетия, то есть отстоять свою свободу? Пример Первой Чеченской войны. То есть это единственная Чечня, единственная, пускай маленькая, их-то всего 1,5 миллиона тогда было. Единственная страна, которая в современную Россию, которая над современной Россией одержала победу. Вторая скоро будет Украина. Да, это к этому все идет. Третья Дагестан. Но все увидели, что вот этого мужества, которое украинский народ, в отличие от 2014 года, явно продемонстрировал, поддержка оказалась уже впоследствии западного оружия. Западное вооружение не решило бы, если бы не было вот этого решительности в самих людях. Решительности в людях есть. Это доказывали чеченцы, это доказывали ингуши, это доказывали много раз дагестанцы, которые в сопротивлении вообще участвуют. Когда ты уходишь в лес и знаешь, что ты один против 500 тысяч силовиков, которые тебя ищут, это мужеством очень большим надо обладать. Очень много людей, которые на Западе себя не нашли, они ждут, когда вернутся туда. То есть мигрировали на Запад, но они хотят свою жизнь уже отдать кто-то уже в Украину приехал, сражается против России, кто-то хочет именно в Дагестан приехать. Но всех вопрос стоит, каким образом будет оказана поддержка, если начнем. Вот эти договоренности, они ключевую роль играют. Потому что сейчас, знаете, вот как вы можете людей позвать на революцию, когда у них рогатки в руках? Так, я розумію. Ми ще повернемось до питання майбутнього і руху, скажімо так, до незалежності. Перед тим хотів би поставити вам ще 2 питання, які виникли в мене впродовж нашої розмови. Перше з них – це
Я знаю, що в Дагестані проживає понад 40 національностей і народів. Я знаю, що у путінської Росії оця політика розділяйте, володарюй, і мені цікаво, чи вдається їй вбити оцей клин між цими народами. Я знаю, що, по-моєму, найбільш чисельним, якщо я помиляюсь, поправте, є аварці. Потім, наприклад, є кумики, а вони тюркомовні. Да. Так? Це дві мовні групи різні. Чи вдається це Росії, чи все ж таки зберігається оця консолідація народів в Дагестані? Как сказал один чеченский военный, опытный, известный в блогосферах, не буду его имя назвать, потому что он под ником говорит это, и он сказал, если Дагестан отсоединится, вот этот миф, что кавказцы не смогут существовать без России, рассыпется. Почему? Даже в условиях России они не смогли их разделить. Почему? То есть я лакец, кто-то аварец, кто-то даргинец, кумык, кто басаранец и так далее. Очень много наций. Как только мы говорят о нас, мы говорим, мы дагестанцы. Почему? То есть народы выбрали политическую нацию. То есть, когда сказали, украинцы стали нацией, когда Россия на них напала, вот эти миф, что есть Восточная Украина, Западная, они никогда не будут жить вместе, они все вместе встали. И сказали, украинцы как нация состоялась. Что такое украинцы? Здесь гагаузы, болгары, здесь же очень много наций. И все они стали украинцами. То есть, я шучу, у меня дочка здесь родилась, я говорю, украинка. И попробуй, кто так не скажет. Или я на улице хожу, мне не спрашивают, меня никто не спрашивает, откуда ты. То есть, у украинцев есть такое свойство, ты украинец. Тебя не спрашивают, какой ты нации. То есть у меня, и пока я не скажу, никто не спросит. То есть сколько я здесь тренирую и так далее, кто ты по нации, вопрос я не слышал. Я сам эту тему могу поднять. В Дагестане есть такой принцип, когда мы, то есть представляем землю или народ политическую, мы дагестанцы, все, железобетонно. То есть это защита от оккупанта, защиту, которую формировал имам Шамиль, то есть и остальные, то есть в царской России, в советской России, в нынешней России у нас есть защита от них. Мы дагестанцы, мы говорим. И мы настолько это жестко поставили, что большинство россиян думают, дагестанцы это нация. Так. Реально. Они не знают, что это условно-жаргонное выражение, которое стало политическим. Мы стали политической нацией в условиях России, которая все время дербанит, разрывает всех наций. Они не нашли ни одну силу, которая говорит, мы лезгины, мы кумыки, мы лакцы. Нет. Не получилось у них. И уже впоследствии не получится. Почему? Вы заходите в любую школу, вот прям в любой класс, стучитесь, открывайте. Лакцы встаньте, встанут, аварцы встаньте, даргинцы встаньте. Окей, все, выйдите, увидите дружную компанию, вот сидит там 40 человек там в застолье, что-то. Остановитесь, скажите, лакцы встаньте, аварцы встаньте. Все, это перемешалось. Браки уже начали перемешиваться и так далее. Из моей семьи только я имею мононациональный брак. Только я. Остальные все братья. То есть уже помешали все. То есть это уже настолько перетекло, что даже социальный институт поломал. У нас было такое, что мы сохраняли нации. Несмотря на то, что мы едины, мы еще сохраняли нацию. Каждый родитель говорил, нужно на лачке жениться, на аварке, на даргинке, чтобы сохранить. Сейчас даже это исчезло. Настолько политическое понятие, политическая нация влияет. И вот в Москве это принцип. Я дагестанец. А мовного барьера не існує? Разговариваем на общем русском языке пока. В перспективе хотим перейти на тюркский. Почему я о Туране часто, например, в своих эфирах говорю? Это очень близко к нам. Азербайджанцы наши соседи, Турция региональный лидер, можно сказать, через море у нас Туркменистан и Казахстан. Экономический язык неизбежен будет тюркский. Благо у нас уже перевод. Украина это крымские татары, стратегичные партнеры. Это крымские татары, да. То есть, благо у нас есть нагайцы и кумыки, это две наши нации тюркоязычные. То есть у нас и в Дербенте очень много азербайджанцев, которые называют себя дагестанцами. В Хасавюрте очень много чеченцев, которые себя называют дагестанцами. Лично знаком, то есть в Москве ты кто дагестанец говорит? То чеченец. А почему? Ну я же дагестанец жил. Азербайджанец. То есть кто дагестанец? Почему? Ну я же дагестанец. То есть предписывать себя к Дагестану, почему? Легко. Будь чеченцу, и русские так делают, которые они не хотят, чтобы их русскими называли вообще. Отращивают бороды, такие светло русские, которые живут такие, они говорят, мы дагестанцы, все. То есть ислам исповедует, все. Почему? Потому что это легко. Любой человек может сказать, я дагестанец, ну все, ты уже обратно не докажешь. Он себя, то есть, приписал к политической нации. И вот то, что барьером становится у России, она не может с этим ничего поделать. Вообще. Тупо дагестанцы и все. И почему тоже не может? Потому что у них политика такая. Чурками, когда ты всех подряд называешь, потом из них найти отдельно лакцев, кумыков, это уже тебя никто не слушает. Ты обращаешься к нам как к чуркам, хачам и черна и задом, а потом говоришь, о, вы же лакцы. Нет, ты русский, а мы дагестанцы. Все.
Друге питання. Ви на початку сказали, що засуджують в ісламі вбивство, говорячи про дагестанців, російських військовослужбовців, які їхали на війну. Як зараз в самому суспільстві, чи змінилася про це думка? Тому що були ж, якщо не помиляюсь, якісь рішення фетви російських оцих імамів про те, що ця війна є джихадом. Да. Самым сложным, вообще вот так отвечу, самым сложным препятствием для нас было в вопросе, то есть изменения устройства мышления, это дагестанский муфтият. Это самый авторитетный орган, относительно, если регионально разделить, во всей России. Такого авторитета, как у дагестанского муфтията, нигде в России уже не было. То есть ни в Чечне, ни в Ингушетии, ни в Москве, нигде. То есть представьте, человек выходит и до миллиона человек исполняет его волю. То есть очень авторитетно. Вот эта война с их фетвами о джихаде, о том, что это джихад, о том, что это шахиды там, кто умирает. То есть легализация убийства не по праву. У нас религиозное общество, общество, которое понимает, что такое убийство, что такое воровство, что такое кредит, что такое там, зина, то есть внебрачные отношения. И у нас это понимание есть. Это об этом, если ты это делаешь, то грех ты делаешь, а его скрываешь. Вот такое общество. И они были шокированы, и дискредитация полным ходом пошла. То есть внутри вот этого суфийского, условно, клана муфтията Дагестана огромный раскол. То есть очень много людей разочаровались в этих, условно, я уже прямо говорю, что лицемерах. То есть во славу Путина, то есть ради его там условного приказа сказать, что это джихад, сказать, что это все, кто там умирает, это шахиды, и легализовать убийство, как там сделал председатель муфтията Дагестана Майранов, или их, так скажем, такой ручной песик, как мы его называем, Зурпуканов, который приехал в Донецкую область. Не сомневайтесь в своих действиях, говорит. Не сомневайтесь в том, что вы на правильном пути, говорил, и так далее. У всех вызвало просто гнев и ужас. То есть, когда ты доверяешь только человеку, а он говорит, потому что Путину сегодня настал, что убивать можно. Они себя дискредитировали страшно. Польза нам, к сожалению, они свою позицию выбрали. Для них слово Аллаха запретности убийства ничто, а слово Путину о необходимости это все. И это даже доказывать что-то не пришлось. У нас вот это вначале мы много обсуждали, что с этим делать, что с этим мега-авторитетом делать, что некоторые склонялись к тому, что придется с ними какие-то договоренности соблюдать, если мы хотим жить отдельно. Сейчас мы их вообще не рассматриваем. То есть они дискредитированы полностью. Потому что, знаете, когда что-то человек совершает из твоего народа, это обсуждают. Просто начинают обсуждать. И представьте, люди начинают убивать. Идти убивать. Вот дагестанцы же пошли, мы же не говорим, что их не было. Пускай их там 5-7 тысяч было. Из 3 миллионов 7 тысяч пошли убивать и умирать во славу. Это все обсуждают. Просто задают вопросы. Можно, нельзя. Имам в мечети подходит с этого же муфтията. А он Аллаха боится, он туда пришел искренне. Это руководство там уже на Путина работает. Он говорит, не-не-не, нельзя. Они на ушко всем нельзя, говорят. Потому что люди, которые там находятся, я просил заходить в мечети, то есть поспрашивать, что имамы. Говорят, имамы на позиции нельзя. То есть они публично говорят одно, их верхушка, а в мечетях имамы говорят, нет, ни в коем случае. То есть публично боятся сказать, будет преследование, уголовное, сразу дискредитация российской армии и так далее. А так они говорят, ни в коем случае, это недопустимо. То есть избегайте мобилизацию и так далее. И плюс они показывают на своем примере, они в других отправляют воевать, а сами идите капелланами, будьте там на фронте. В чем проблема? Или своих сыновей отправьте. Отправьте мужей своих дочерей, ни в коем случае. Они же это не делают, и это все видят. То есть дискредитация такого уровня произошла, что мы не ожидали. У нас вообще проблема с этим была, что с ними делать. Потому что если бы они сказали, нас убивать можно, они бы нас поубивали. Такой авторитет у них. Сегодня они их все. То есть, ни на контракт, никуда никто не идет, их вообще никто не слушает. Это люди, которые абсолютно потеряли авторитет. Потому что их реально считали людьми, богословами, правильно сказать на русском, богословами. То есть люди, которые передавали слова Всевишнього в народ. А когда это они заявили, все. Коротке уточнення. Після оголошення цієї мобілізації злочинної багато молоді виїхало з Дагестану? Хоча б в відсотках. Если мы говорим очень много в села уехало, почему в селе администратор твой родственник, он тебя не выдаст. Очень много в сел. То есть, как мне сказали, первый раз видели пробки наверх, в горы. То есть наверх пробки стояли.
То есть все вот просто уезжали в села, это ну, десятки тысяч. Да? За границу пытались очень много уехать, но Грузия очень подло поступила, она кавказцев разворачивала. Чеченцев, дагестанцев, всех. Поэтому мы же говорим, как будет поддержка при революции, потому что Грузия себя показала с омерзительной стороны. Если у них президент откровенно, то есть за Украину, то их премьер-министр, он ну, играет роль интересов Путина, преследует интересы Путина. Народ тоже как бы за справедливость. У них грузины, они справедливы, и к нам очень хорошо относятся. И в позиции Украины они ну, заявляют своими протестами, митингами и так далее. Но туда многие не получалось уехать. Многие перешли к плану, то есть не жить по месту прописки, то есть по России распределяться. Там тоже десятки тысяч, очень много. Но Грузия подставила очень сильно. Я думаю, отток был бы бешеный, если бы просто выпускала. Да? Очень много, я в спортивной среде, я знаю всех спортсменов, условно, моего вида единоборств. Очень многие сейчас в Турции сидят. Просто тренера. Тренер, ты зачем уехал? То есть тренер встал, уехал, зачем? Ага, спортсмен профессиональный, то есть больше не выступаешь за сборную. Почему уехал? Если в процентном соотношении просто посмотреть на количество тех, кто мне доступен в качестве из моей среды профессиональной, то отток страшный. Да? Кто-то возвращается уже потихоньку туда-обратно, я смотрю, пробует. Но сейчас опять же мобилизация. Сейчас опять отток. В Абу-Даби кто-то уехал, кто-то в Турцию уехал, кто-то в Европу попытался. Там. Сейчас же в Европу очень трудно попасть россиянам, особенно с Кавказа. У них проблема возникла. Кто-то в Молдове отсиживается. Ну вот, кто куда придумает, куда можно легально попасть, они ищут эти исходы, чтобы вот переждать, пока там война закончится и так далее. Многие там, со мной переписывается один человек, 10 повесток на руках. В профессионал в прятки играть. То есть, ну, имеется в виду, приходят, прячутся, родители говорят, нету, повестка. Сейчас же электронные перестали давать уже в электронном виде. Но прячутся, кто-то прямо говорит, и таких очень много было, приводит, я не поеду, сажайте в тюрьму. Отпускают. Кстати, дагестанцы, это рабочая тема. То есть приходят, их забирать, я, говорит, не поеду, сажайте в тюрьму сразу, не поеду. Очень много молодежи так отвечало, их отпускал. Как он посадит в тюрьму его? За что? Он еще повестку не подписал даже. Не поеду, не посажайте в тюрьму. Все. Я розумію, що тепер, в тому числі, або підсилюється, або формується нова діаспора дагестанців за кордоном, в тій самій Туреччині, десь в Європі, зокрема і тут в Україні. Я до того питання, що є там серед поневолених народів Росії там різні рухи до незалежності або до відокремлення там, в іншому якомусь вигляді. Знаєш, там удмурти заявляли про це, є комітет Інгульської незалежності, ми з ними якось спілкувалися, там є уряд Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі. Що є у Дагестану? Чи є такі тенденції, чи існують зараз вони, чи, можливо, планується щось? У дагестанцев изначально я думал, достаточно будет с теми, кто в Украине это политическое устройство начать создавать, но понял, что не хватит из-за отсутствия связи с самим Дагестаном. Поэтому, собственно, один из тех людей, кто выдвинул это предложение, создать политическое устройство, политическую организацию, которая будет представлять, реально будет представлять Дагестан. То есть не 20 человек, а сотни тысяч человек сможет это сделать. Я выдвинул друзьям предложение, знакомым, и мы пошли шаг вверх, тем, кто живет в Европе, тем же живет в Турции. Ну, чтобы вы понимали, например, когда до войны были дагестанцы в Украине, в Европе, в разных странах Европы, то есть в Турции, там, тут просто дагестанцы. Сейчас это у нас уже арабские страны, тут мы все соединяемся, объединяемся именно с людьми, которые имеют реальное представительство от дагестанского народа, малочисленно, многочисленно, не имеет значения, которые, если скажут, их дагестанцы поддержат. Имеется в заявлениях политическим, чтобы не быть популистами. Мы будем свободными, вы кто? Чтобы вот так не сказали. Да? Мы объединение очень мощное создали, очень много, можно сказать, все медийные представительства дагестанцев, которые вы когда-либо встречали, я уж откровенно скажу, они там сейчас. Да? Мы сейчас уже согласились над внутренними документами, с Кином мы советовались, сразу скажу, то есть это очень наши близкие друзья, Дагестан, Чечня, Ингушетия, это один монолит такой, да, Западного Кавказа, как его любят называть эксперты.
Есть Западный Кавказ, Восточный. То есть вот Западный блок — это Чечня, Ингушетия, Дагестан. Они всегда вместе. С чеченскими, то есть своими братьями, много советовались, как это сделать. Почему? Потому что не хочется выйти с популизма начать, лишь бы, вот мы, привет, это мы, лишь бы вот Украина сейчас позволяет малым народам заявить о себе, вот мы заявили, чтобы такого не было. Мы большую работу потратили на упорядочению дел внутри, подняли все возможные вопросы, которые могли бы нас разделить, потому что мы знаем, как работает Россия. Да? Чтобы нас никто внутри уже на долгие годы в перспективе разделить не смог, мы просто поднимали и доходили до одной точки. То есть мы будем на этой позиции, чтобы не было никаких разногласий в восприятии общества, представительстве общества, внутренние вопросы, вплоть до экономических, там, подлых, неподлых, все. Нужно было поставить точку везде. Почему? Потому что мы все друг друга уважали, но вместе не взаимодействовали. Последний опыт нескольких месяцев мы постоянно онлайн, так скажем, ведем, собираемся, обсуждаем. Мы создали очень сильное ядро. Я не ожидал, что так это будет. Не спешили с заявлением только из-за боязни быть популистами. Мы хотим реально сказать, и чтобы народ Дагестана сказал наконец-то. То есть вот этот состав, вот этот огромный состав, да, это наши представители. Потому что сегодня у нас получилось убедить практически всех, да, медийных личностей, не просто блогеров. Блогеры без обид до кого не дошло, мы не блогеров имеем в виду, а именно политических, то есть имеющих связь с народом, говорящих об их проблемах, решающих проблемы, будь то через благотворительные фонды, через правозащитные организации. Все время, кто был на связи со своим народом, мы их всех собрали, выбрали очень сильного лидера, имеющего огромный авторитет в самом Дагестане. Мы скоро представимся публике. Я не могу сейчас ничего говорить, потому что уже структура организована, и я ограничен заявлениями своим руководством. То есть, спросите у меня месяц назад, я бы уже, может, что-то рассказал. А сейчас мы уже, каждый подписался под своей обязанностью, выбрали руководство, перед своими обязательствами подписали, все. Теперь уже ми ждемо заявлення. Будемо чекати. Я бажаю вам щиро в цьому удачі, і щоб у вас все склалось. Дійсно, Україна насправді такий, як Клондайк, і можливість, такий центр вільного світу, в тому числі і для всіх інших народів, які були або залишаються под впливом России. Для нее это шанс. Я не думаю, что кто-то потеряет этот шанс из политического нынешнего руководства Украины. Это не Украина 3 года назад. Она сможет стать региональным игроком на Северном Кавказе. Неважно, сколько кто ближе находится. Да? Почему? Потому что у нас всегда было так. У нас были. Да, Россия, Иран, Турция. И нам приходилось выбирать между этим. Сегодня в Северно-Кавказской республике только с Украиной взаимоотношения и договора выставляют. Почему? Потому что доверия больше. И те договоренности, которые с Украиной заключаются, они выполняются. Вот что хорошо. Если раньше мы на Украину смотрели с опасностью, Кавказ выдавали России и так далее, было влияние России, никто это не скрывает, то сегодня Украина уже понимает, что это будущие союзники. А Украина, если линейкой посмотреть, там вроде чуть меньше 3000 километров до Казахстана, от точки А до точки Б, да? То есть, а снизу все это Северный Кавказ, и извините, Ставрополя, все, вы тоже будете нашими друзьями, никуда не денетесь. То есть, если этот блок создастся, то Украина станет, при разрушенной России, заменит ее место. Никуда не денется Турция с Ираном, но влияние России, я не думаю, ненависть к ней будет сумасшедшей. Представьте эту правдивую историю перманентного геноцида всего на протяжении 150 лет. Как ее можно не ненавидеть, эту Россию? И тут Украина в лице матушки городов русских, Киев, говорит, мы ваши друзья. Кто сказал? Вот мы все договоренности выполнили. Если тенденция продолжится, Украина будет одним из региональных лидеров, а для стран наших оккупированных стран это выход в Европу и договоренности, которые мы знаем, что они будут исполняться. Вот что самое главное. Да? Боязнь есть у кавказцев, а что в будущем? Не видят, что Украина еще сформировалась. Да? Но в перспективе, если это удастся, мы надеемся, то вот наш партнер. Хотите вы в тюркский мир, вон Турция. Хотите в арабский, через море устроим. Вы хотите в Китай, вон вам Казахстан, да? Сосед ближайший. Хотите в Европу, вот Украина. Просто красота. Для маленького Северного Кавказа с его географическим потенциалом, для нас Россия как смотрит? Это географическая преграда.
То есть естественная преграда от Персии, от Турции. Ну, испоконно они воевали, да. Вот у них география. Больше ничего. Мы забор. На нас Россия как на забор смотрит. На нас Турция смотрит как на нефтегазовый хаб. На нас Украина смотрит как на стратегического партнера. Так и интереснее жить, нежели просто... Вы забор. Мы просто забор. Ну, каменистый забор от внешнего врага. Но это что за отношения? Как рабы. И то, что сейчас в Дагестане, в Чечне, там безработица, не дают развиваться, рабочие места не создают, ничего нет, вынужденная миграция. Это ужас и унижение. А когда мы сможем показать кавказскому народу, кавказским народам, что Украина для нас стратегический партнер номер один, Турция стратегический партнер. И причем это в разные ветви все уходит. Да? Для нас это просто золотой шанс. Мы также через море, мы своим морем хотя бы, не просто плавать там будем, ну хотя бы кораблик там запустим. Ну, есть перспектива огромная. Просто народ-то это ощущает, вот этот страх, который Россия сумела навязать, она его старшему поколению навязала. Молодежь просто еще ничего не делала. Все думают, молодежь боится. Молодежь ничего не боится. Молодежь, она не видела эти пытки. Это же прекращены сейчас на время условно. Мы говорим, как с Украиной началось, от нас отстали. И вот этот период повзрослела молодежь. Сколько? 9 лет? Окей. Тем, кому было 15-23, он не видел пытки, унижения и страх этот. Тем, кому было 10, ему 19. Вот эта отвлеченность на Украину и Сирию, мы не забываем, да, геноцид сирийского народа, то, что Россия сделала. Вот эта отвлеченность 9 лет дала сформировать новое поколение. Его никто не представляет, его никто не знает. Ни одни эти, особенно вот эта либеральная оппозиция, когда высказывается о Кавказе, то там ничего нету и так далее. Мы просто понимаем, насколько они тоже далеки от нас. Вот этот класс людей от 18 до 25, это вообще другие люди. Они пытки не видели, незаконные преследования не видели. Они не боятся. Они не под страхом. Они под ожиданием. У них нет свойства формироваться, к организации, лидеров и так далее. Почему? Потому что любой сейчас лидер попадет в тень настоящих лидеров, мастодонтов, которые никуда не делись. Будь то они в Европе, в Турции и так далее. Они мастодонты, они авторитеты. И вот один из них возглавлять нас будет скоро. Да? У молодежи он, я не знаю, кумир номер один, если можно так выразиться. Його дуже люблять. Мені здається, що таке хороше лідер зі стратегічним мисленням, він дасть можливість, звісно, що коли буде це безпека цьому сприяти, молоді дагестанській проявити себе в повній мірі. Алі, ми маємо закінчувати і останнє питання. Якраз хотів поставити про стратегічне партнерство і спілкування. Насправді Україну з Північним Кавказом поєднує більше, ніж ми можемо собі уявити, і оцим таким мостиком, зв'язком між Україною і Північним Кавказом є якраз кримські татари. Якщо подивитися там, в історичній ретроспективі, там, ознайомити з історією Кримського ханства і їх відносин з Північним Кавказом, то все стане зрозуміло. Чи зараз є якесь розуміння, комунікація з українським урядом, чи є підтримка, і чи є така сама комунікація, підтримка з меджлісом кримськотатарського народу? Наше взаимодействие, именно дагестанцев. Ну, вся проблема упиралась в то, что мы эти взаимоотношения только выстраивать начнем. Меня, как человека, в Крыму знают. Почему? Потому что моя причина уезда из России – это крымские татары. То есть 205-я часть 2 – оправдание терроризма. То есть смысл какой? Я считал, заявлял и говорил, что крымские татары не террористы, и в России журналистов и так затыкают. Они террористы, суд решил. Ты говоришь, они не террористы, им 205, а тебе 205 часть 2. То есть оправдание терроризма. За оправдание крымских татар. Поэтому все осужденные, их семьи меня, например, знают. Это мы говорим о пострадавших, да, имеется их родственники и так далее. Но с политическими силами, то есть представителями крымско-татарского народа мы взаимодействовали, к сожалению, мало. Почему? Потому что сами еще сформированы не было. Одно из плюсов военно-стратегического провала России в Украине – это оживление нас, как политических сил. То есть, знаете, когда на Украину все посмотрели, все поверили в себя. То есть Украина ведь на своем примере показала, что если точку захочешь поставить, ты ее поставишь. Вот 14 год, вот 20, это одна страна, один народ. 14 год ее поступок этого народа, и 22 год поступок этого же народа.
То есть, ага, то есть вот тебе как нельзя делать, а вот как нужно было поступать. Все, это пример. И он взрастил, то есть, политические амбиции. То есть блогеры чеченские стали политическими деятелями. Ну, может, кто-то многих не знает, но это так. Дагестанцы сейчас у нас, ну, чем мы хотим, условно похвастаемся, у нас очень сильный союз. То есть союз, мы не начали заявлять лично каждый о своих политических амбициях, мы такой мощный союз создали. Да? Это плюсом сыграло. Опять же, почему? Потому что опыт есть поражения России, пускай там это партизанская деятельность, но мы проиграли России. Политической деятельности опыта не было. Почему? Не было возможности, как у Чечни, отсоединиться и сказать «мы Ичкерия». У нас этого, к сожалению, опыта не было. И поэтому нам нетрудно было еще подождать. Вот что вы делали 1,5 года, если сказать, вы где были? Мы большую работу проводили между собой, чтобы не создать множество объединений, множество организаций и так далее. Почему я в этот союз захожу, а не внутриукраинский, например, да? Потому что важно, чтобы союз или политическая сила в первую очередь народ представлял. Иначе это популизм, это в этом смысла никакого нет. И сейчас мы, вот последний разговор был, мы видели Ансара при встрече с Чубаровым, то есть политическими представителями крымско-татарского народа, и между собой мы сказали, это первые наши друзья. Ну, типа, мы их хорошо высказались об этой встрече. Почему? Когда ты хочешь взаимодействовать с людьми, у тебя точка соприкосновения должна быть. Моя точка соприкосновения с украинцами, почему я прям где-то люблю их, это дети. Я работаю с детьми. Очень-очень много детей. Кому-то отца заменил, кому-то что-то. Все, я вот с украинцами как-то расплавился. А для дагестанцев, кто это такие? Есть же понятие, все они кавказцы, все они славяне. То есть трудно вот визуально отделить украинца от россиян. И вот это крымские татары такой мостик. О, это братья. Ассаламу алейкум. Первая цель – это прийти в гости к крымским татарам, политическим представителям за советом. Конечно, в первую очередь. Почему? Всегда были вместе, имеется в прошлой истории. И сейчас будем вместе. Поэтому мы очень обрадовались, когда увидели представители КИН с представителем крымско-татарского движения. Алі, дякую вам дуже за цю розмову. За ці цікаві речі, які я для себе почув, дізнався. Сподіваюся, наші глядачі теж відкриють для себе дізнаються більше інформації про Дагестан і будемо чекати заяв дагестанського народу, руху. Дякую вам ще раз. Вам дякую, що ви додивились нас до кінця. Донатьте на Збройні Сили України і допомагайте наближати нашу перемогу.